Я продолжаю писать карту дня на 10 февраля. На пятницу смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Вторые 6 знаков. Значит, если вы зашли на видео, вам нужны первые 6. Это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Здесь в этом видео их нет. У меня есть отдельное видео, где есть эти 6 знаков. Ссылочку на это видео я для вас оставила внизу в описании. Нажимаете, переходите и смотрите свой знак. Так, весы смотрим дальше. 10 февраля. Весы, пятница. Свидание у вас может быть. Или если свидания не может быть, то тогда это просто какая-то приятная встреча. Деловое общение. Успех. Неприятность. Расческа. Пустые разговоры. Удача. Может быть, благодаря удаче, да, то есть вы быстро с этой неприятностью разберетесь. Мешок с деньгами. Это могут быть как поступления, так и траты, да, потому что мешок просто показывает какое-то событие, связанное с деньгами. А что именно, тут по-разному может быть. Может быть, неприятности, да, какие-то, не знаю, не можете перевести, не можете снять, да, то есть вот если рядом события выпадают, они могут вместе проигрываться. Они как бы показывают детали. Значит, здесь нет совпадений. Смотрите, получается в этот день, что у вас будет? У вас может быть приятная встреча, свидание, у вас будет деловое общение, успех, успешное, сопутствует удача, подкова, пустые разговоры, болтовня, деньги, события, связанные с деньгами. И единственный минус – это неприятность. Да, то есть тут, ну, опять же, благодаря удаче, да, то есть и успех могут показывать, что эту неприятность вы решите, да, разберетесь с ней. Возможно, на это надо будет потратить деньги, как вариант еще, да, чтобы вот вопрос этот решить. Может быть и так. Ну вот, такой день с небольшим минусом. Благодарю за внимание, перехожу к скорпионам. Скорпионы, 10 февраля. Пятница, события дня, скорпиончики. Выбор в пятницу может быть. Весы. Печаль. Что-то вас расстроит. Ну, возможно, да, вот выбор. Не хочется делать, да, хочется и то, и другое. А надо делать выбор. Деньги. Якорь.
Якорь – это когда нас что-то держит, останавливает. Ага, удача, либо бокал, застолье. Но я первую удачу увидела. Оставляю ее. Удача. Прибыль. Сундук. Да, то есть тут однозначно будет прибыль, поступление. Ну, мешочек может показывать, например, когда мы откладываем, вкладываем куда-то, либо что-то покупаем. Успех. Успех будет. Любовь. Маску нельзя, конфликт. Конфликт можно. Конфликт. Может быть, конфликт расстроит, печаль, да, то есть и колебания показывают, сомнения 2 тоже, да, то есть и в конфликте участвуют двое. Может быть, будете даже думать, да, вступать в этот конфликт или нет. Так, и здесь нет, значит, смотрите, что получается. Вы будете стоять перед выбором, деньги, может быть, при покупке еще, выбор, покупка. В общем, выбор, событие, связанное с деньгами, удача, дальше какая-то печаль, разочарование, якорь, остановка, прибыль, конфликт, успех и гармоничные отношения в паре. То есть как бы есть очень хорошие события, но есть и 2 минуса, да, то есть это конфликт и печаль. Ну, якорь еще тоже такая не самое хорошее событие. Поэтому, в принципе, этого можно избежать, да, конфликта. Как минимум на одно негативное событие будет меньше, потому что все остальные очень хорошие. Вот такая вот информация для вас, скорпиончики. Благодарю за внимание. И перехожу я к стрельцам. Стрельцы, 10 февраля. Пятница, события дня. Покажите мне, пожалуйста, события для стрельца. Верность, лебедь. Кораблик, ожидания. Надежда. Ожидание и надежда. Событие, которое повторяется каждый месяц. Луна. Скользкое дело. Бокал нельзя. Так, ссора и змея выпадает. Ссора с какой-то змеей. Змея обычно показывает человека, который пытается нас ужалить, да, сказать что-то неприятное. Подарок.
Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрим, у вас получается гармоничные отношения в паре, может быть события в паре в этот день. Дальше ожидание, надежда, какая-то хитрость, обман, уловка, да, куда-то могут вас втягивать, поэтому надо быть осторожными. Обманывать могут. Дальше события, которые повторяются каждый месяц, подарочек, ссора и общение со змеей. Ну, я так понимаю, что ссора будет со змеей с этой. В общем, у вас здесь два предупреждения, да, то есть это постараться избежать ссоры со змеей, постараться избежать какой-то хитрости, обмана. Вас будут втягивать в какое-то дело, да, где надежда не спасет. Да, вот здесь вот надежда на то, что вот все будет так, как вам обещают, тут надежда не поможет. Поэтому будьте осторожны. Благодарю за внимание и перехожу я к козерожкам. Козероги, 10 февраля. Пятница. Смотрим, что у вас. Ссора выпадает, метла. Тайная встреча. Может быть, ссора из-за какого-то тайного свидания. У вас тут прям как начало мелодрамы. Тайные встречи, ссоры. Солнышко нельзя. Ножницы, решится какой-то вопрос. Какое-то дело. Разлука. Исполнение желания. Может быть, кто-то уезжает, да, с кем вы не хотели вместе быть, да, исполняется желание. Слезы. Угу. Рыба. В общем, у вас тут полный набор. Рыба, хитрость, обман, скользкие какие-то неприятные ситуации. Знаете, вот все это. Тайны, да, тайны, скользкие ситуации, слезы, разлуки. В общем, какой-то у вас там реально какая-то драма. Ожидания нельзя. Печаль нельзя. Время, будильник. У вас еще, возможно, вот эта встреча, она будет на определенное время. Ссора из-за времени. Может быть, кто-то или вы, или другая сторона опоздает, будете ругаться. Ссора вот может быть на этой почве. Так, нерешенный вопрос нельзя. Здесь нет. И еще и болезнь, да, то есть плохое самочувствие. Плохое самочувствие. Смотрим, значит, что у вас получается. У вас выходит какая-то проблема, может быть, со временем в этот день. Ссора, тайная встреча, исполнение желания, решение какого-то вопроса, разлука, слезы, хитрость, обман и плохое самочувствие, болезнь. Ну, тут может быть, в принципе, в конце дня, если выпадает, может быть просто усталость. Да, то есть такое количество событий, да, вот эти драмы, все слезы, расставания, да, то есть тут обманы, ссоры, возможно, болезнь показывает, что вы просто будете вымотаны, да, эмоционально. Так что, ну, день такой непростой, да, вот из плюсов здесь только как бы перебивает, да, вот эту мелодраму, решение какого-то вопроса, исполнение желания. А так, ну, здесь похоже, что это речь идет об одной истории какой-то, просто ее карты показали в красках, я думаю, так.
В общем, вот такая вот история для вас, козероги. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к водолеям. Смотрим водолеи. Так. Десятое февраля. Пятница. События для водолеев. Прибыль. У вас может быть в пятницу финансовые поступления. Гости. Праздник. День рождения водолей, 10 февраля. Если у кого-то выпадает, да, то есть я вас поздравляю. Возможно, показывает, да, что у вас будет отмечать праздник, да, то есть гости. Может быть, кто-то будет отмечать в пятницу, да, у кого были до этого, там, 9, 8. Метла. Метла показывает ссору, но, да, то есть я еще замечала, что иногда она проигрывается как наведение порядков, да, то есть когда мы дома прям вот убираем. Поэтому, возможно, вот вы будете ждать гостей, будете просто порядки наводить. Время. На определенное время. Да, то есть события, гости на определенное время. Будильник. Можете торопиться. Будильник всегда показывает, что мы опаздываем, не успеваем. Спешим. Любовь. Смотрим еще, что здесь по горизонтали, вертикали. Конфликт. Нет, все-таки выпал этот конфликт. Все-таки может быть это ссора. Да, вот начнется все с ссоры, знаете, когда вот перепалка, но прям вот разрастется до конфликта. Поэтому вот этого нужно постараться избежать. Опять же, может быть, темой будет тема времени. Кто-то, например, опоздает из друзей, да, то есть или вот, может быть, на почве времени будет конфликт. Так, хорошо, значит, смотрите, что получается. Много плюсов, да, это какие? Это прибыль, это любовь, это гости, да, общение, события, какое-то мероприятие хорошее, плюсы. Минусы: ссора, перерастающая в конфликт, и минусы – это спешка. Да, то есть вот два минуса. Но опять же мы можем избежать и этого, если будем делать все заранее, да, и подготовимся заранее. И можем избежать и ссоры, да, то есть постараться не поругаться. Если вы видите, что уже, да, вот пошли какие-то перепалки, то вот можно, по крайней мере, до конфликта это все не довести. Да, поэтому вот так. Благодарю за внимание. Тем более, когда собирается много людей, да, то есть вот как раз этих всех ссор, споров, да, то есть много людей, много мнений, все начинают друг другу что-то доказывать, убеждать друг друга, поэтому тут вот этого лучше избегать. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу к рыбкам. Десятое февраля, рыбки, пятница. Покажите мне, что у них будет, какие события. У вас выпадает сразу же первое событие: друг-подружка, разговор, встреча, общение, переписка, дорога. Может быть, вместе куда-то поедете.
Удача. Подкова. Весы нельзя. Интимная связь, кровать. Замочек, тайна. Узнаете какой-то секретик, может вам, да, подружка или друг расскажет что-то. Печаль. Выпадает после тайны. Да, то есть, возможно, вот эта информация, да, вас может расстроить. Успех нельзя. Прибыль. Флаг нельзя. Разлука. Вот, видите, что вас расстраивает? Нашла я. Разлука расстраивает. Возможно, да, вот вы встретитесь с подружкой, другом, проведете день, да, то есть показывает, что вам надо будет расстаться в этот день, и как-то вот вас это будет печалить. Деньги. События, связанные с деньгами. Ну, траты. Да, то есть у вас выпала прибыль, поэтому, скорее всего, что это будут траты. Угу. Так, значит, смотрим. Получается общение с другом, подружкой, поездка, удача, интимная связь, откроется какой-то секрет, информация, вы получите прибыль, вы потратите какие-то деньги. И единственный минус, да, который у вас выпал, это вы будете расстроены, опечалены, и это будет связано с разлукой, с расставанием в этот день. То есть, возможно, кто-то вот приезжал к вам, погостил, уезжает, или вы с кем-то общались, да, то есть и расстаетесь, как-то вот вам будет грустненько. Так что, рыбки, вот такая вот информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.